Работу над фильтром очистки дыма я начал зимой прошлого года. Первоначально было сделано порядка 5 прототипов. При получении уже хороших результатов в настоящий момент мы ожидаем получения патента на полезную модель. Вся технология изготовления фильтра отработана. Фильтр показал хорошие результаты. В моих руках протоколы замеров Департамента экологического мониторинга. Здесь указывается, что фильтр улавливает свыше 70% сажи и свыше 60% вредных дымовых газов, в частности углекислого газа. Мною получен кыргызстанский сертификат. В принципе, для производства больше ничего не надо. Светлый дым идет. Я подождал, пока они заведут свой котел. Это вон, видите, вот белый дым идет. А у них вначале всегда шел черный дым, потом чуть-чуть посветлее, но всегда А сейчас вот видишь, никакого этого нету. Вон он. Выходит светлый дым. Фильтр изготавливается из специальной нержавеющей стали ICI 304. Фильтр показывает хорошую работоспособность. И работа над фильтром идет уже более года. При изучении данной проблемы я отталкивался от тех данных, которые, в принципе, публикуются в интернете. В них указано, то, что одной из главных причин бишкекского смога является некачественный уголь, используемый частными домохозяйствами, и прочими потребителями, которые используют твердотопливные котлы. Порядка 45%. Остальное приходится на автотранспорт, ТЭЦ и так далее. И я именно был нацелен на эту категорию. Поэтому мой фильтр, он недорогой, не требует подключения инженерных сетей, в частности, воду, электричество, и очень легко монтируется. В принципе, для потребителей особого труда не составляет ни в материальном плане финансовом, ни в плане монтажа. А по поводу вашего вопроса, как быстро можно решить эту проблему, это мое, конечно, личное мнение, но я считаю, что без изменений в законодательстве, в существующем законодательстве, эта проблема не будет решена. Почему, я поясню. В нашем законодательстве, насколько я изучал, я не специалист в этом вопросе, но насколько я изучал, нету твердого указания, что твердотопливные котлы в обязательном порядке должны оснащаться системой очистки дымовых газов. Вот из-за этого мы имеем то, что имеем на сегодняшний день. Если будет введена поправка в соответствующие законы, люди начнут устанавливать дополнительные фильтры или какие-то либо системы очистки. И тогда, вы понимаете, 45% загрязнения, даже если мы решим этот вопрос, то уже существенно облегчится жизнь всех нас, горожан, детей, стариков, те, кто особенно страдает от смога. Его установили неделю назад. Прекрасно работает, дыма нету. Есть такая пословица: нет дыма без огня. Пословица не работает.
Дыма нет. Огонь есть, дыма нету. И это прекрасно работает, и никаких у меня нареканий нету. Я просто как ответственный человек я сделал, поставил его, ну, чтобы не мешать соседям. И это, ну, чтобы не было каких проблем. Потому что в Кыргызстане и так дыма хватает. Хочу, чтобы меньше было дыма. Я сделал, поставил. Буга чейин биз көрүп кинокопки карта чыккан немеси өтө мындай карайып анан кийин мындай бир абага аралашмасы мындай өтө эле көрүнүп турчу да. Азыркы тапта могу коюлгандан бери көрүп турабыз. Өзүңүздөр байкап турсаңыздар керек. Могу түтүндүн чыгышы агыштанып, анан могу абага сиңиши дагы өтө жеңил сыяктуу болуп мындай сиңишип жатса бизге.